Первый день визита посвящен экономическому блоку вопросов. В частности, глава государства примет участие в кыргызско-немецком бизнес-форуме. Ожидается, что в ходе работы этой площадки между сторонами состоится не только обмен мнениями, но и презентован ряд крупных совместных проектов в сфере промышленности, агросектора, гуманитарного сотрудничества и торговых отношений. Кстати, по итогам прошлого года товарооборот между странами составил более 50 миллионов долларов. Основную часть прямых инвестиций Германия направила в обрабатывающее производство и сельское хозяйство. Есть мнение, что по итогам визита президента Джеймбекова у Кыргызстана появится возможность подтянуть те области, в которых республика на сегодняшний день сильно отстает от своих соседей. К примеру, это могут быть вопросы, касающиеся сертификации товаров и туризма. А опыт Германии в этом плане мог бы оказаться полезным как никогда, считают эксперты. Не надо забывать, что мы подписали с Евросоюзом соглашение ВСП+, которая позволяет в упрощенной форме поставлять нашу продукцию на европейские рынки. Пока здесь, конечно, особых у нас достижений нет, но я думаю, что эта тема в любом случае, наверное, будет в числе переговоров. Возможно, немецкая сторона окажет содействие в том, чтобы мы повышали свой экспортный потенциал. Туризм, естественно, это наш, так сказать, главный бренд для демонстрации за рубежом, тем более, что в силу разных обстоятельств наш туристический потенциал не слишком известен. Если рассмотреть визит в политическом разрезе, то повышенное внимание Бундестага к Кыргызстану свидетельствует о том, что наша республика в глазах европейского сообщества играет ключевую роль в продвижении демократических принципов в Центральноазиатском регионе. Тем более, что Кыргызстан и Германия являются парламентскими республиками и разделяют общие ценности. Мы идем по пути демократии, и это очень импонирует страны Европы, особенности Германии, да, или канцлера Германии Меркеля. И поэтому этот визит, можно сказать, первая ласточка, первое прорывное, может быть, и в дальнейшем будет улучшаться отношения. Это наши интересы коренные нашего народа, поэтому эта поездка очень важна в стратегическом плане. Широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Германией, говорит о том, что кыргызско-немецкие отношения выходят на новое русло. Каждая встреча на высоком уровне приближает к тому, чтобы официальный Берлин в ближайшем будущем мог выступать в качестве одного из главных торгово-экономических партнеров нашей республики. Уже завтра состоится встреча президента Сооронбая Джеймбекова с канцлером Меркель. По итогам рандеву стороны сделают специальное заявление для прессы, которое четко обозначит контуры дальнейших взаимоотношений. Кстати, 2 года назад глава ФРГ также посещала Кыргызстан с официальным визитом. Уже тогда стало понятно, в Бундестаге не прочь возобновить отношения со странами региона, как это было, к примеру, в эпоху ГДР и СССР. Медербек Мамбеталиев, Жолболду Байсаев. Новости Ош Пирим.